Сегодня же депутаты Госсовета проголосовали за сокращение расходов регионального парламента. Напомним, речь идет о сокращении числа народных избранников, получающих зарплату, то есть работающих на профессиональной основе, с 20 до 10. Ограничение затрат на командировочные расходы. Идея прозвучала еще в марте, ее поддержал глава республики. Вопрос, правда, наделал много шума и вызвал споры среди народных избранников. Некоторые выступили категорически против такой экономии. Однако после нескольких бурных обсуждений документ все же внесли сначала на рассмотрение комитетов, а затем и на сегодняшнюю сессию. В итоге из 25 присутствующих депутатов против проголосовал только один. Новость о сокращении депутатских расходов уже активно обсуждают общественники. Оценки в подавляющем большинстве случаев положительные. По словам активистов, парламентарии приняли своевременное и правильное решение. Это решение, безусловно, не спонтанное. Оно носит достаточно продуманный характер. И понятно, что любая оптимизация предполагает повышение нагрузки. Те, кто сегодня будут на профессиональной основе выполнять те функции, ранее рассчитанные на большее количество людей, должны отдавать себе отчет, в какой мере повышается их ответственность и повышается, безусловно, напряжение в работе. Процесс оптимизации, процесс сокращения расходов – это, конечно, непопулярные меры. И для того, чтобы сохранить доверие народа, который избирал, который голосовал за депутатов, который голосовал за наши органы власти, личный пример, наверное, это самое главное. Общественники отмечают, что решение депутатов вызывает уважение, и это еще раз доказывает скептикам, что в Госсовет народные избранники, по крайней мере большая их часть, пришли не ради зарплаты.